Доброе утро, дорогие друзья. У нас он проверяющая ходит. Сорока. Прошлась по всем вольерам. Снег идет у нас, как видите. Где вы, сороки? Вон еще сидят, наблюдают за всем. Там она сидит, смотрит. Ария. Сороки. Луя. Алита. Что она там ест, не пойму. Кусок мяса, что ли? Красавица. Луйка. А вы посмотрите, сороки прям внутри ходят у них. Ну-ка. Или мне показалось? А, вон Акела лежит. Черненький клубочек, комочек. Недовольный. Алита облаивать начинает зверя. Лойка облизывает, целуется. Алита облаивает волка. Да, она течет, может быть, и просит. А вот смотрите, какой нет. Отстаньте от меня. И Лойка подключается. Зашел к Веге. У нас тут вот баранья башка была. Всю ее обглодала. О. Вега, красотка, волчара, вот ты прям волчара, волчара наша. Поведение молча, сейчас уберем тут тарелки. Волчица, да? Можно тебя погладить? Можно тебя погладить? Волчик. Красивая, посмотрите, у него прям шерсть тоже такая вот волчья. Еще не лаечная, волчья. Красавица. Была бы ты размером, как тайга новая, вообще капец бы была. Ну и так вон у нее хватает, да, скажем, мощи и дури завалить кого угодно. Куба. Я больше испугался. Куба! Ревнивица какая.
Что ты? Вера. О, красота какая. Ух, красота, красотища. Ты разговорчивая какая. Разговорчивая, да? Синай, все уже? Все, уже не вяжутся. Скажи, хватит нам, да? Тихо, тихо, чук, тихо. Куда ты такая? Тихо! Все, давай сюда, давай, идем. Молодец, все. Сиди, сиди, надо помазать тебе ранку твою. Тихо, тихо. Сейчас зашли, обработаем ранку. Ей неудобно, видите, как еще снимать нам. Тихо, ну-ка не кусайся. Куба. Куба. Синай смотрит, Синайчик. Красавчик. Тихо. Ну все, тихо. Довольная? Улыбака? А, улыбается как. Да все. Куба. Выскакивай. Что ты, подбили тебя, да, блин? Еще больше шрамов получал, да? Ну, зубы какие, зубастые. Куба, ну-ка прекратила. Иди сюда. Ой. Что обрабатывал, что не обрабатывал. Все сошло. Со льдом играется, он хрумкает лед. А ты что подошел ко мне? А, зверек, зверек. Видите, вытаскивает лед. Акела так тоже игрался в детстве. Я не видел, не замечал. Льдом покрывается. Молодцы. Очень холодно, очень холодно. Я зашел, чтобы миски здесь забрать. Опа, на шерстяные носочки. Да, я понимаю, братиш, хочется. Надо их прятать. Все, что шерстяное, они в первую очередь загребают, да? Выпускайте меня. Выпускайте меня. Выпускайте меня. Он это хочет сбежать. Почувствовала вчера? Ой, позавчера Олю, когда мы их там взвешивали. И все. Теперь ждет, чтобы выпустили. Сейчас подожду, пока они выскочат отсюда. Кое-кто тут забрался и не хочет никак отходить. Фурия 2. Так, ну давай мы тебя проверим. Сейчас будешь у нас слушаться, нет? Так, сидеть, Ария, сидеть. Молодец. Сидеть, сидеть. Нет, лапу не просил. Хотя дай лапу. Ай, молодец. Сидеть, сидеть. Никуда я тебя не выпускал еще. Можно, вперед. Вот молодец. Вот так вот. Потихоньку. Сейчас буду кормить их всех. Побегает волчара. На Арию одел ошейник, чтоб не заблудилась. Точнее, чтоб я ее не потерял. Она-то не заблудится. Идите сразу в лес. Ловить здесь животинку. Она, представляете, там на Arctic Park тоже видео будет, где мы мышь ловили. Ария как раз в это место нюхала
И клыки мне показывала. Я подхожу, она что-то вещи теребит. Я подхожу ее разнять, а она и рычит на меня. Не дает, думаю, да что такое? Говорю, Ария, ты чего? И все, она ушла, Ария, и через минут 10 оттуда мышь выскакивает. Представляете? Молодец какая. Чуйка, конечно, у нее вообще. Маленькую мышку найти в завалившихся вещах. Позвонила, информация по вольерам, позвонил, заказал, в общем, материал, а через неделю сказали, будет готов. Ну и по монтажу тоже там, как будет готов, сказали, рассчитают, скажут, приедут. В общем, такие дела. Будем вольер делать 10 на 10. Может, чуть больше сделаем. Там просто между столбами растянем на сантиметров 20. Вот он и больше получится. Че роешь? Ямки роешь? Давай нам вытащи какого-нибудь крота. А то посмотрите, все перерыто. Все. Вот. Перерыто. Видите? Ямы. Просто. Все в этих кротах, мышах. Все в этих кротах, мышах. Вон, Ария, посмотри на свою мамку, какая красивая она. Синай. Синай, ты чё так? А? Сегодня без мяса, Ария. Сегодня без мяса. Луйка там точит. Куба! Куба! К мамке будешь подходить, Ария? Вот она, какая у нас мама белоснежная и дочка. Интересно, ты догонишь свою маму? Вообще, по сути, должна такая же стать белоснежной. Да, Аришка? Тут вот тоже все перерыто. Где копает, нюхает, это все в этих кротах. Землеройках, кротах, не знаю, кто здесь. И тех ловили они. Сейчас еще погуляю так полчасика, когда заведу ее в вольер обратно.
Видите, как дырявит ударами своими. Машина. Здесь надо перекисью все облить. Купить ее сначала надо. А это тут тропы нахаживают. Что это? Алитка. Алитка. Поезд услышала, да? Луя. Луя. Поезд услышала. Что, напилась девица? Напилась. Синая не отсадил еще, но они уже и не вяжутся, и не дерутся. Кубе не скучно. Он наоборот вылизывает ее рану. Да, Синай? Вот так, вот так. Да, да, да. Капец. Там любовь, любовь тут. Да, друзья, еще по щенкам Лилу, которая черненькая приезжала от Ольги, и Синаем. Если эта вязка интересная, я уже писал, мне много кто писал, спрашивал цену. Цена будет недорогая по сравнению с тем, что вообще продают, каких гибридов. Цена будет 50 тысяч рублей. Именно от Лилу, которая черная, и Синая. А от Валендов я уже говорил, что ценник 100 тысяч рублей. И западносибирская лайка также ценник у нее будет 100 тысяч рублей. Вот. А насчет Лилу, если интересна такая вязка, Ольга сказала, чтобы я это оповестил, что только по предоплате. Если там будет 3-4 человека предоплату скинуть, хотя бы по 10 тысяч, то вязка будет состоится. Если нет, то вязки не будет. Поэтому, кому интересна такая вязка, такие щенки от Лилу и Синая, то я считаю, что там красивейшие просто щенки будут. Потому что Синай сам по себе экстерьерный, и Лилу тоже такая волчара волчарой. Там больше будут на первое поколение похожи щенки, чем на второе. Ух ты, фурия. Поэтому, друзья, вот информацию услышали. Если что, пишите по номеру WhatsApp. В описании под видео будет номер, там по WhatsApp можете связаться. Это у нас работяги будут. Работящие. Да, валенды также будут с документами, со всеми родословными. Веля. Красоточка моя. Волчица. Красоточка. Ну-ка ты иди сюда. Ну-ка ты иди сюда. Ты боец. 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 Ничего, антибиотики даем. Все хорошо. Вот и ты у нас тут. Красавица. Красавица. С ее помета я все разузнал. От новой тайги остались только брат, по-моему. Он был чемпионом России, если я не ошибаюсь. И все. Больше никого нет из родных братьев и сестер. Все погибли. Кто на охоте, кто под машину, кто еще как. В общем, такие дела. От Веги тоже мало осталось. Если я не ошибаюсь, Воля... Ой, не Воля, а сестра у Александра Зубова сидит, Веля. Это вот ее сестра, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. И у Кубы, по-моему, у нее только вот у Лехи сидит кобель. У Лехи и у Игоря. Вот. У Игоря сидит белка, у Лехи норд. Вот. И все как бы. Больше нету братьев и сестер. Это вот такие экземпляры, грубо говоря, уже
уже единственные остались. А их хотели, представляете, убрать, застрелить. Как так, скажи, как так, Вега, да? Я, смотри, как хорошо уже себя чувствую. Полностью восстановилась волчара. И Куба тоже. Вылечили инфекцию, этот свич или что там был. Зуб удалили. В общем, тоже себя полностью прекрасно чувствует. Вот эта ранка только не заживает. Ну ничего, заживет максимально быстро. Кто-то там насчет антибиотиков начал говорить. Я говорю, то, что мне говорят ветеринары, то я и делаю. Все. Ко мне никаких вопросов вообще по этому поводу не нужно задавать. Решают все ветеринары, специалисты. Я в этой сфере не специалист, чем лечить. Поэтому решают специалисты в этом деле. И кто там что пишет, задавайте вопросы ветеринарам, а не мне. Вот на такой нотке закончим.